борборлордон, Кабар улуттук маалымат агенттигинен, Эл ФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минкаял ФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebooктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство жана Биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Здравствуйте, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба по электронным справкам и регистрации в налоговой службе. Расскажет первый вице-мэр города Бишкек Бакитаев Алмаз Кушпекович. Прямой эфир брифинга вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Лото-24, Пирамида, 5-й канал, в областных медиацентрах, через Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минкаял ФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале МТРК ЛТР, на страницах в Фейсбуке Кыргыз өкмөтү, социальное правительство и Биринчи радио. Алмаз Кушпекович, вам слово. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые горожане. Разрешите вас проинформировать о текущей ситуации. Нам всем хорошо известно, что с 22 марта была введена чрезвычайная ситуация на территории Кыргызской республики, в том числе и по городу Бишкек. После завершения чрезвычайного положения с 11 мая возобновлен режим чрезвычайной ситуации, введенный вышеуказанными актами правительства и мэрии. Необходимо отметить, что в 22 марта городом была образована комиссия по гражданской защите, которая сегодня продолжает свою работу. Необходимо отметить, что был введен карантин на основании постановления правительства согласно порядку введения ограничительных мер, которые предусматривают следующие мероприятия. Во-первых, это строгий контроль за въездом и выездом населения и вывозом имущества из зоны карантина, ограничение общения между отдельными группами населения и порядок использования средств индивидуальной защиты, установление режима действий в период ограничительных мероприятий для населения, работа городского транспорта, торговой сети и предприятий общественного питания, объектов экономической и производственной деятельности в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации. Контроль за строгим выполнением населением, предприятиями, министерствами, ведомствами установленных правил карантина. Запрет передвижения населения и транспорта между внутри карантинизированных населенных пунктов в карантинной зоне, за исключением лиц и транспортных средств, обеспечивающих функционирование пищевой промышленности и систем здравоохранения. Поэтому на основании вышеуказанного постановления и порядка ведения ограничительных мероприятий, то есть карантина, установлен порядок передвижения. В этой связи в целях обеспечения карантина в городе Бишкек передвижение населения будет осуществляться на разрешительной основе. Соответствующее разрешение на передвижение будет выдаваться хозяйственным субъектам, чья деятельность входит в перечень видов разрешенной экономической деятельности в режиме чрезвычайной ситуации, то есть карантина. На сегодня, по статистике, действующих хозяйственных субъектов по городу насчитывается более 75 тысяч с общим количеством работников 238 тысяч единиц людей. На сегодняшний день также продолжают осуществлять свою деятельность, это не останавливали, это 3830 хозсубъекта с общей численностью работников, порядка 83 тысяч человек. По второму же этапу возобновления экономической деятельности с 11 мая 2020 года по городу Бишкек, по предварительным данным, возобновят работу порядка 3782 хозяйственных субъектов с численностью порядка 15 тысяч работников. Что для этого необходимо сегодня сделать? Да, очень много есть и замечаний, и предложений в части улучшения, получения быстрого разрешения в части налоговой службы. Хотелось бы отметить следующее. В этой связи в целях организации порядка передвижения на территории города Бишкек в период действия карантина работников организации индивидуальных предпринимателей, чья деятельность входит в перечень, утвержденный правительством, видов разрешенной экономической деятельности, доступен на сайте электронной системе 312 мэрия КГ, в которой необходимо вводить следующие меры. Входят это передвижение по городу Бишкек для работников организации и индивидуальных предпринимателей, чья деятельность входит в перечень, которые осуществляют свою деятельность на основании разрешенных двух видов. Это справка с места работы, на которой заверяется печатью налоговой службы по соответствующему району города Бишкек, где зарегистрирована организация или индивидуальный предприниматель.
Для получения соответствующей печати, то есть заверения на справке, или индивидуальные предприятия подают заявку в налоговую службу по соответствующему району, где они зарегистрированы. Вторым этапом, значит, я как говорил, что это электронная подача, она сегодня уже работает. Распечатанный QR-код, выдаваемый электронной системой 312 мэрии КГ, одобрен электронной заявки налоговой службы соответствующему району. Это также будет электронное разрешение. Для получения, значит, QR-кода заявка подается в электронном формате через электронную систему, как я сказал, 312.mэрия.kg. Не требуется получение разрешения на передвижение по городу Бишкек для наемных работников и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на основании патента. Патент уже является удостоверяющим разрешительным документом. Форма заявки на получение разрешения на передвижение посредством электронной системы 312 мэрии КГ будет доступна на указанном сайте, уже доступна. Необходимо отметить, были много очень вопросов в части ранее полученных разрешений комендатурой. Вчера была информация, что все разрешения комендатуры аннулированы. Да, это так, потому что юридически сегодня комендатура не существует. Поэтому все разрешения, выданные комендатурой, в автоматическом режиме продлеваются мэрией. Если вкратце остановиться по работе налоговой службы на сегодня, то работают порядка по всем 4 районам 76 окошек по приему заявок. Работа налоговой службы продлена с 9 до 8 часов вечера. На вчерашний день было, значит, всего заверено 7881 справок и выдано 561 патентов. Если будут какие вопросы разъяснительного характера, я уже давал свои реквизиты и номера, можете обращаться напрямую. Спасибо за внимание. Спасибо. Урматтуу теле көрүүчүлөр, радио каармандар, сиздерге Бишкек шаарынын биринчи вице-мэри Бакитаев Алмаз Кушбекович маалымат берип өттү. Түз эфирде ЛТР, КТРК, Ало 24, Пирамида 5-канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ЛФМ, биринчи радио, Кыргыз радиосу, Мен Каял ФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство жана биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга алдыңыздар. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре республиканского штаба. Вас проинформировал первый вице-мэр города Бишкек Бакитаев Алмаз Кушбекович. Прямой эфир брифинга вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Ало 24, Пирамида, 5 канал, в областных медиацентрах, через Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, на радиостанциях ЛФМ, биринчи радио, Кыргыз радиосу, Мен Каял ФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале МТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство и биринчи радио. Спасибо за внимание. Подробную информацию об эпидемиологической ситуации в стране, связанной с распространением коронавируса, смотрите на телеканале Ало 24.